едем и тут Василий, смотрите, крадется на каком аппарате. Табун колес с подкатной тележкой. Что-то мы собирались где-то пересечься. И лучше бы я заранее развернулся, там пострял, подождал. В общем, ну ладно, ничего страшного. Сейчас он где-то там точку сбросит, сейчас развернусь, догоню его. Короче, такие дела. В общем, едем, хоть это распогодилось, то слянца минус, там кое-где замерзшая течет. Ну, такие в подъемы там, именно где в районе набережных Челнов. Сейчас поедем смотреть Мегатрал. В общем, давайте включусь. Все, я развернулся. Короче, ехали в Якутск. Не получилось, обратно поехали. Сейчас с Васей проведем межотраслевую конференцию. Поверните направо, во двор. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Вот это я во двор повернул. Вот поверните налево, а затем через 100 метров поверните направо. Могучая, да, техника? Маршрут перестроен. Поверните направо, а затем поверните направо. Сейчас я направо поверну, потом направо еще. Так, ладно, сейчас обзор будет. Наконец-то догнал Василия. Ну, в общем, вот аппарат у него. 250 полная масса. Или тяговое усилие? Тяговое усилие. Тяговое усилие. А полная масса еще больше, что ли? Нет. Короче, вся на воздухе. С любым весом отжимается, поджимается. Нет, там-то рессоры. Нет, там-то понятно, да. гидравлические. Да. А, рессоры на тележке. Да, вот это задняя тележка. А, задняя, я понял. Короче, могучий аппарат везет 83 тонны. Сейчас это типа налегке. Да? Ну, типа того, да. Ну не 200 же. Да. Ну, а Да Траус, кстати, Траус только не возьмет, да? Не Получается, возьмет, машина мощнее, чем да, Траус, да, по идее. да. Ну, за подъемность трала там 102 тонны. А, 102 на трале. А тягачу можно 2 таких на седло. Да. Ну, а как-то параллельно сделать седло, сделать. Едешь как с БелАЗом 6 метров, типа. Да не, просто еще такой же седло поставить на жопу и еще один прицеп цеплять. Ну да, тема. Короче, на легком труде по сравнению с этим я нахожусь. Я как на легковушке езжу просто. Так, а что тут? Ну, она, что у нее нюансы? Она типа по силовой линии очень такая редкая, да, машина? Ну, гидротрансформатор стоит, 2 сцепления. Да, 2 сцепления, гидротрансформатор. Получается, ну и как это... Сухое сцепление и гидравлическое. И гидравлическое, да. Что она не, нагрузку любую тянет, да? Из-за этого как раз. При любой нагрузке. Да. Ну а так нюансов много, еще все не знаю. Ну да. Это ж ты, получается, что, круг заканчиваешь, да? По факту. Ну, да, там сути, по месту да. чуть по востоку поездим. Все, в общем. Не знаю, давай обойду хоть посмотрим, что там. Он этот прицеп весь на гидравлике, все поворачивается. Он может и боком ехать, и как хочешь. Так, это от меня шум там тарахчу в минусе. Вон, видите, гидравлические поворотные эти. Пендельная подвеска спереди. Пендель? Пендельная, локтевая называется. Это как видишь пендель. А, ну она у тебя, получается, может и вот так вот сюда повернуться, да? Она полностью может вывернуться. А, Ну, то есть здесь поворот. ну типа раз и боком, да, пошел? Да, вот здесь видишь, вот поворот стоит. А, ну да. А там... Ну надежная Да. она, да, вообще вот эта вся система, да? Да, дорогая в обслуживании, говорят, но надежная. А там... Ну Время понятно, покажет. это, ну да. Так-то машина, получается, пробег был маленький, да, она сама. 14 360 километров, когда забрал. Ну, да. Машина 2008 год выпуска, 14 тысяч пробег, стояла. У Сейчас. людей брали они под какую-то работу, ездили только по месту. А здесь обычные балки побольше. А, да?
такие же, как эти. На цилиндрах. Ну поворачивают же, что же да, все. да. Ну на гидравлике также, да? Да. На гидравлике. Просто оно внутри там, да? Ну да, и цилиндры стоят. Но они вот так разворачиваются, не уже не так, как там. Ну да, здесь вот эти вот прям сильно разворачиваются, а те передние уже поменьше. Ну, угла хватает. Ну да, ну трау путевый этот. А эта буровая едет в Мурманск, в общем. Я не знаю, что рассказывать еще. Короче, могучая техника. А вот я, видите, подбитый сзади, зад подбитый у меня BMW. BMW на М12 ехал. Так я не могу, блин, никак сделать. Я сейчас вон заеду. О, опять въехал кто-то, да ё-моё. Бэха же на 12. Ну, когда вот дуло, тогда переметы были, да? Да, по гололеду. А я уже туда-назад вот ездил раненый. У меня там габарит горит, стоп горит, поворотника направо нет. Вот крепкие фонари, да, все время разбивается, но все работает, да? Ну да, вот это серединка, понял? Ну сейчас что-то видно это. При габарит, не знаю, не светит. На ход не влияет, да и ладно. Ну да, я же вперед смотрю, сзади не вижу, а сзади уже страшное дело. Ну. Надо туда уже, получается, какой-нибудь этот вешать, рельсу. Ну, можно. Ну, кстати, хорошо, что у меня не было бампера предварительно. Так бы он всю бэху разнес, а так у него даже капот целый остался, да? понял? Он как раз этот, ну, где дверь своя водительская, снес себе все. Ну, страховка, вы приезжала, оформляли? Мне он ничего не стал. А, не стал, да? Ну, а он, блин, он виноват, да. говорит, нафиг мне это автотека туда-сюда. Ну да, тоже верно. В ГАИ приехали, тоже говорят, если у вас пострадавших нет, то ну нафиг не надо. Короче, сами едьте там, чините себя. Но он тебе что-то отдал? Ну, я не стал его брать, был доволен, что он хоть жив остался. Ну, у меня же покоцанный он был, Ну, что я там буду за покоцанный бампер там с него что-то вымораживать. По факту он мне добил покоцанный бампер, ну что. Это ж пришлось бы это какие-то качели устраивать. Ладно, в общем, обзор закончили, доклад окончили. Всем удачи на дорогах, будьте аккуратны на бэхах. Все, в общем, с Василием провели конференцию. Да, он в кадр, короче, не помещается. Весь. А ну сейчас там вот оно. Оси автоматом, они как-то к рулю тут управляются. Ну и пульт есть еще. Раз. Паровозик. Погнал, короче, в Мурманск на белые ночи. Ладно, в общем. Все, Василий, давай, будешь смотреть, тебе привет большой. Так, едем, никак не приедем. Это уже участок Дюртюли-Ачит, который платка через Урал. Вроде, если не ошибаюсь, сейчас будет оплот цивилизации Лукойл тут. Ну, тут на всем протяжении 270 до Ачита. Карманы есть для стоянок, ну там ничего нету, кроме вот 2 Лукойла тут. Примерно посередине, может, километров, не знаю, Дюртюлей 110, может, что-то такое. 120. Везде, видите, эти железные заборы снегом покрытые. Тает, течет. Как-нибудь кого-нибудь обгоняешь, аж неудобно. Ну, там вода, наверное, не сильно грязная, но тут срач. Полоса, как говорится, это. Чистым вряд ли останешься. Староболтачево. Ну, вроде здесь, да. Тут обычно ночью все ночуют. Вот это расширение, мест как бы мало на трассе, конечно. Потому что по этой платке многие ездят, потому что, ну, через Урал реально далеко, ну, дальше для кого-то. Ну и там, конечно, дорога подушатана. Это прям такая нормальная альтернатива. Что-то 4000 она там с копейками для грузовика. Ну, именно этот кусочек. Дюртюли-Ачит. Ну, мы выскакиваем там на Пермскую трассу где-то километров за 150 до Екатеринбурга. И тут вот. А, ну да, вот Лукойл на следующей горке.
чуть. Надо помыть. Или не надо. Через 3 минуты такая же будет. Ну, кто-нибудь один обгонит. Ну, в принципе, я так качусь, в принципе, особо... Тут такие плавные подъемы, а вот как-то Volvo не чувствует такие плавные. Вот когда уже 6%, там что-нибудь подсаживается из-за мост скоростной, все-таки тяжело, видать, и становится. А так все подъемы тут выхожу, в принципе, 90. С 19 тоннами. Короче, тут постою, наверное. И ехать. И то я рано встал. Часов, наверное, в 6, что ли, утра. Можно, короче, разминку устроить. Так, ладно, сейчас включу оплот цивилизации. То есть не включу, сниму. Для всех знакомые места, кто тут катается, тут, в принципе. Я же говорю, единственное пока место. Там вот в карманах, ну, может, начнут потом попозже какие-то заправки еще строить. Пока тут отличился Лукойл с 2 сторон. Ну и заправлю чуть-чуть. Так, чтобы уже это, куда-нибудь до Омска ехать. Залетамба. Тут вокруг грязища, капец, да? Ну, тут что-то они вот эту гору благоустройства делают. Я, видите, это зарулил. Я еще тормоз ни разу не нажимал, все на горняке зарулил. Короче, передачу пониже, и все будет это держать. Так, а кому по духу? Кому по духу стать тарахтеть? Хотел вот так же стать, как они тут все, видите, места заняты. Тут есть на кочках место посреди дороги. Сейчас можно стать как-нибудь так удачно на кочку и это прилипнуть, в общем. Ну, не в моем случае. Все, в общем, отвисаем. Ладно, дальше. Ну, фильм будет продолжаться, хотел до Якутска понаснимать. Что получится уже. Ну, тут, конечно, контента по минимуму. Там у меня, конечно, тральщики навстречу едут. Ну, если получится, может, встреч. Короче, одни тральщики. Со мной по пути Андрюха едет навстречу. Саня с Архангельска. Короче, люди работают. Ладно, выключаюсь. Всем привет, в общем. Ну, это мы по-прежнему в Якутск едем, все подъезжаем. Ачинск. Ну, ничего не снимал что-то до этого. Везде сухо, как бы. Только вот так вот тает. Грязь летит, короче, без происшествий. А тут сейчас посмотрим, что тут царь канава после переезда на месте. Или, может, надеюсь, подзасыпали ее. Тут вроде чинили. Все это, асфальт новый был. Почему-то не живет здесь, как это Бермудский треугольник какой-то. Тут же везде вот держится асфальт более-менее. А тут в районе переезда этого, ну, через трамвайные рельсы, где мы проезжаем. Он трамвай пронесся как раз, ну. Так, что сегодня у нас там? Я еду, стараюсь. 22 марта, воскресенье. Стараюсь долго и нудно ехать, в общем. 18-го с Москвы выехал. Что у нас по бортовому? А, вот это Т1. 4063 километра проехал. 27,8 расход. Тоннаж у меня 19 тонн. Ну, там сейчас 19,5 показывает.
туда-сюда. Ну, как бы правильнее весы показывают, когда стоишь на ровной. Ну, плюс-минус полметра, короче. А тут, конечно... А ты куда? Ты куда? Я думал, он хочет сюда выехать. Хотел пропустить его. И тут как-то вот в этом месте, не знаю. Вроде тут никто не носится. Прям что быстро, ну, убивается дорога. Короче, сейчас царь канала зафиксируем. Надо как-то вот так вот спрямляться, ну, чтобы не было прицеп тягач там разбежки, а то может что-нибудь поломать где-нибудь, задеть. Ну, углами прицепа там. Вот тут светофор сделали, это моргающим. А то когда новый светофор повесили, то такие пробки начали образовываться из-за него. Ну тут видите перепад после рельсов, как куда заныривать. Короче, ну вот, гляньте. Яма, ну то есть туда если, ну, наверное, можно лицом воткнуться в этот. И вот так вот максимально прямо еду, пока прицеп не выскочит оттуда. Ну, в принципе, и нормально. Ну, это я, получается, встречная полоса для поворота. Ну, по ней, получается, все сместилось из-за ямы сюда. В автоматическом режиме. Так, а ну что? Посторонних звуков нету никаких. Погнали. В общем, кто давно не был в Ачинске. Не знаю, у меня такие это... съемки. Вот только сейчас видео загрузилось, которое я это выезжал с Москвы, кусочек снял и старое незагруженное к нему прилепил для контраста как раз. Ну, для вас это будет в прошлом видео. Получается, от Москвы отъезжаю, потом дальше от Москвы то же самое за февраль. Там с сухого сразу в зиму попал, кто момент прослушает, подумает, что случилось. Так, ну, братан. Что-то я как-то широковато куда-то уехал. Так, будешь это щемиться с этой стороны, нет? Интересно, не будешь? Все, ладно. Все, сюда тогда. И дальше, видите, все ровно. Это вот асфальт меняли до переезда. Почему-то в районе переезда он погиб смертью храбрых. Так, тут у нас обогнали типа УЗика. Ну и все. Привычка, да, снимать чуть-чуть пропала, даже не знаю, что тут снимать. Я сейчас опять к этому кусочку прилеплю то, что у меня было уже заснято давно, как я там мандрик проезжал, наверное, ну, зимой. В феврале это было. А там уже доберемся до Якутии, надеемся, будет что поснимать. Потому что снегопады там как раз дело к весне могут присутствовать. Горнячок, оттормозились. Ого, светофор что-то прямо быстро. Пока все тронулись, он опять красный.
ладно, в общем. Ждите, будет что интересное. А сейчас я врублю вам про Мандрик. Зимнее продолжение прошлых рейсов, которое не смог загрузить. Сейчас вроде как, ну тоже дня 3, наверное, грузилось это видео, которое загрузилось сейчас. В общем, всем удачи на дорогах. Смотрите продолжение. Вспоминаем зиму, в общем. Так, это Мандрик. Ну, начало я не снимал, там долго-долго. Мы потихоньку прямо поднимаешься. От реки вот, получается, уходишь налево. Ну, тут, в принципе, вариантов особо нету, куда дорога идет. И тут у них, как вы туда не разгонялись, все равно поворот. И тут, кстати, да, как-то, ну, как бы... А, ну это в повороте только. Какой-то ледок, типа. Не знаю, тут как бы 2 полосы или не 2 полосы. Короче, непонятно. Пока дорога прямо, я проеду хотя бы одного. А, это Примум вообще. Примум на Донфенгах. Короче, крадутся. Что-то у них вольвы кончились, не понял я. Что-то они там, смотрю, эти сетраки какие-то начали. Так-то для них что за проблема? В Казахстане как затарились тачками. У него прицеп, кстати, на казахских номерах. Тут такие закладывания у них в повороты. Тут я еду в полгаза. Обгонять как-то неохота. А тут прямо лед, видите, накатанный. А когда в полгаза, она не буксует. А если газ надавить, будет машина пытаться разогнаться, сцепление с поверхностью не будет хватать, она начнет пробуксовывать, терять скорость, потом вы будете понижать передачу, раз что-то не так понизили, хрясь и встали. Это теоретическая часть, как бы, почему висят. Ну и все, и тут на выходе тоже. Видите, ходят, монетки собирают, здесь все так монеты кидают. Ну, на вот таких вот возвышенностях. И реально это, ну, много валяется денег. Так, ну, гляньте, как активно полетел на спуск. И получается, как отвалил, потом как затормозил. Хотя надо всего лишь сразу машину держать просто сверху. Вот, перевалился. И все, он на тормозах, видите? И хоть говори, хоть не говори. Это горный стиль вождения. На гору еле крадемся, с горы как отвалили. Потом по тормозам. Вправо-лево, тудой-сюдой. Я даже тут на горняке, но я вот тут придержу, потому что тут кривая дорога просто, видите? Ну, я тормоз на секундочку нажал. Я думаю, ни одна колодка не пострадала, короче. Ну, потому что это такая гребенка в повороте как-то это. Поувереннее, чтобы в траекторию запрыгивать. А тут просто на передаче включены 0. На нуле стоит. Ну что? И дальше уже можно 10-я. Второе положение, и вот с такой скоростью вниз пусть едет. Не разгоняется и все. Тем более там тихо спускается кто-то. Опять же, догоняем его. Ну что, поактивнее придерживаем, да и все. А, это этот трал, который я говорил за него, что он в классе тралов на первом месте. Который легкий, у него там кабина какая-то, ну что-то легкое. Короче, груз мечты для тральщика.
камера. Я вроде не нарушаю, 65 едем. Ну и все, получается, спустились. А тут, получается, тоже спустились на Тойоте. Только вот это перед фурой, конечно, нажимать на тормоза. Ну, проехал и едь. Нет такой, поравнялся, на тормоза жмет. Как говорится. Ну, понятно, что он не тормозил, а, скорее всего, просто коснулся тормоза. Но сам факт, что... И вот опять уже на два рукава тут как-то она разошлась. Ведь остров необитаемый. Наверное. Ну и все, это был мандрик. Ладно. Дальше я заправлюсь. Ну, вот сейчас Татаурова будет на въезде. ННК, если там толпы не будет, а то там как-то в очереди негде стоять, получается, как посреди дороги, типа того, там обочина как-то так себе. И дальше уже, наверное, ну, будет что интересное, в общем, включусь. Приехали. Ехали, ну, доложили обстановку, там, видно, кто-то прямо уехал или что. С той стороны по прямой забыл повернуть, здесь же такой объезд. Он уже тут, сколько я езжу, этот объезд так и есть, не знаю. Да и тут тоже, вот тут когда скользко, перегонщики раз было трое прямо, вот они как ехали друг за другом, и тут об бетонки эти, тут как бильярдные шарики подолбили все машины. Место такое, да, выходишь после Кабанска тут напрямую, и вот этот над железкой мостик, ну, короче, поднимают фуру. Пока стоим, не знаю, сзади уже кто-то есть, все, можно выключаться. Ну, уже темнеет, так что, не знаю, в темноте снимать не буду, конец фильма, как говорится. Байкал ночью. Ладно, всем удачи на дорогах, как говорится. Будьте аккуратны. Тише едешь, дальше выше тогда. Зимняя классика. Что мы там минут 50, наверное, отстояли, что-то попробовали его достать и не получилось. Непонятно, как он туда, видите, не знаю, обочину поймала, там яма или что случилось. Ну, в плане, в снег заехал. Короче, есть вопросы. Ну да, там канава такая неплохая, конечно. Ну, тут ширина вроде есть. Короче, все теперь в реверсе. Поехали, короче, будьте аккуратны. Да, обочина обманчива. Вот видите, грейдер же равняет, ну, снег с дороги, и по факту вот тут тоже кто-то заезжал, канава, и кажется как бы ровно, а там уже нету дороги, ну, мягкий снег в канаве. Вот что так вот бывает. Ладно, будьте аккуратны, в общем, все, дальше стемнело. Всем удачи на дорогах. Как это мне? Отдохните после этого. Все, поехали. Стою же, жду. Тут что-то на култуке. Так что, в итоге между вами там можно проезжать или что? Пацаны, подождите, дайте подняться, блядь. Пропустите машину на подъем, нахуй. Хули вы лезете, блядь? Пусть залезет, не говорит. Не говорит, пошел. Короче, Шагаю. пошла движуха еще и с матами. Тоже. Кто не дает? Стою, спрашиваю. Блядь, легковая лезет. Это после глубочки получается. А, ну да, тут кроме света фар ничего не это. Ну, короче, вот этот короткий подъем. Все, можно спускаться, да? Или у вас там еще толпа? Встречка, давайте спускайтесь. Освободите место, чтобы можно было нам тоже подниматься. Встречка, давайте пошли, свободно. Пушка у меня летит. Снизу.
Легковые только лезут, блин. Ну подождут, давай, спускайся, спускайся. Почему-то скользко, да. Хотя, блин, все посыпано солью какой-то. Или что это за... Там сейчас к ним не габарит приедет, я обошел 5-метровые ширины. Ну да, что-то непонятно, что в этом месте обычно никто никогда не висел. Ну это, грубо говоря, со стороны Иркутска подъемчик перед Глубокой. Так, а тут головастик куда-то несется. Короче, проблема. Китаец полез, блядь, сейчас не знаю, застрянет он там. Короче, проблема. Хотя вроде бы, Парень, не знаю, что так карабкается. короче, как обычно. Ладно, едем дальше. Это я так чисто внеплановое включение. Тоже этот, после той пробки, ну где на мосту машина вот эта опрокинулась, табуном там ехали, догнали какой-то негабарит тихоходный, я как-то его обошел, После пойдешь? и сзади никого, и еще потом обошел. Ну сейчас, подожди, пускай. 2 единицы по 5 метров. У китайцев там вообще, блядь, на этом средний мост, блядь, на прицепе, блядь, заклинил, походу, тормозит, блядь. Короче, обстановка такая, слегонца тревожная. Уже чутка осталось, получается, грамотуха, пару раз вильнуть и уже к мотам спуск, потом подъем и приехали. Это Давай, спускайся потихоньку. трал никому не нужен. В правую сторону больше, а ты сейчас залезешь туда в яму, куда-нибудь. Трал бросили, короче, надоело. Там, кстати, рэф стоял брошенный, что-то как-то это. Че, попробуем? Ну, кстати, если тут буксует, может на этой стороне как-то, хотя минус 25 на улице. И везде, ну, нормально вроде. Кроме того подъемчика, что-то там случилось, в общем, у них, у дорожников. Хотя они тут всегда ухаживают так хорошо за дорогой. Ну, тут подъемы, дай бог каждому, как говорится, а всегда это... Ну, если прям в снегопад сам не попадешь, то вроде все нормально. Что я тут снимаю, не знаю, что я снимаю, короче, сами знаете. Тут главное информационный поток. Ну, что рассказывать, типа, дело было так, значит, еду я, значит, он, видите, кто-то кувет поймал. Снежок, да, цепляешь, затягивает сразу. Так, меня кто-то догоняет. Надеюсь, это не габарит 5 метров ширина. Ну да, в целом что никого. Хотя время по местному 10:30. Подходу на грамотухе. Что-то происходит. Так, ладно, тут я прям на тормоз нажму. Потому что свет фар появился. Мало ли. Такая, в общем, езда. Култукский тракт. Ну, я в темноте Байкал не снимал, потому что там на камеру будет просто черное пятно. Ну, уже не единожды все это зафиксировано. Так что пойдет. В общем, это так уже эфир заполнить. Сейчас доедем до Грамотухи, как я тут стоял, помню. Ну, вот эти подъемы все попроходил тогда. По снежку все нормально. А там посолили, до конца не растаяло и вообще. И я, главное, тяжелый был, или ленивец подымаешь. 26 тонн было тогда. Мандаринки эти. И ничего не сделаешь.
пока не растаяло. Ну, именно реагент, когда получается снизу лед, сверху мокрая начала, ну, как бы, реагент работать. Кусочек освещенный, как прикольно доехать сразу. Как это новогоднее настроение. Грамотуха. Заезжай. Моя любимая. Ну тут как бы вторую полосу уже отсюда приделали. А когда я тогда буксовал, получается вторая, вот там я во втором ряду стал, а мне все начали писать, вторым рядом, а я включил этот горный режим на коробке, а он же вообще чувствительный. Ну, чтобы не буксовала машина, и такой рядом просто чик даже вообще. Я аж в шоке был. Вот где-то вот здесь вторая полоса начиналась. Так, туда. Да. Ну нормально. Ну хорошо. Давай тогда не кидать. Хорошо. Ага. Все, ладно, спасибо. Так, короче, кидать или не кидать был вопрос. Ну, это по поводу денег. На топливную. Ну, вроде как есть у меня. Так, а тут что? А тут просто. Так, рация же не включена, да? Пока вроде никакого в рации шума нету, значит все нормально. А тут круто спуск получается после громотухи. Такой, что на 9-е, 3-е положение еще и держать не будет. Не, нормально, кстати. А или нет? Ну, обороты, короче. 1500 держит, короче, нормально. Ладно, все, в принципе, да, хоры мучать темнотой этой, ну, короче, это я сюда снимал, думаю, мало ли проблемы какие, а так, короче, все нормально. Ладно, всем удачи на дорогах, будьте аккуратны, все хорошо. Так, а это мы все в Якутск едем. Это вот у нас 9-километровый спуск на Байкал. Вот уж пришлось, ну, тормоз на секунду нажать. Ну, тут вот этот чуть-чуть. На 9-й, в принципе, везде держит, только вот здесь вот чуть-чуть. Теперь дальше опять держит. Короче, едем, никак не приедем. Везде вот сопутствует такая погода. В принципе, то грязно, то сухо. Как бы летает там. Такая обстановка. Хотя вот сегодня какое 24 марта. А вчера гололед был. Новосибирск, Омск опять, там что-то Кемерово. Ну, ночью. Днем, я так понял, все поотходило. Короче, я проскочил сзади меня. Похолодало. Ну, а впереди... В Якутии там, возможно, там морозы-то еще есть. Днем слабенький мороз. Ночью мороз. Может, будет возможность что-нибудь заснять. А то так, конечно, неинтересно. Едешь и все. Так, это я на 8-ю перешел, что на 9-й. Чуть-чуть разгорелся. И вот оно, красивейшее место тут. Байкал еще выглядит как поле ледяное. Только начинает таять. Ну, он поздно замерзает. Кстати, в феврале только замерз. Весна пришла. Култук, поселок внизу.
Ну, финишные 3 километра туда-сюда. А всего тут 9, там наверх выходишь, плакат такой, тормози двигателем, в общем. До самого низа 9 километров написано. Что-то я уже 5400 от загрузки проехал. Это удивительно, сегодня что-то у нас зеленый свет. Никому не нужны. 29,1 стал расход, получит от 28,7, от 400 грамм аж пока Култук проходил, добавилось. А они еще рыбаки есть, он там прямо стоят, какие-то палаточки. А этого убрали. Здесь вот прямо машина лежала, я в прошлый рейс ехал туда-назад. Как-то он, получится, просто прямо проехал, протоптал тут все. Только я сзади, куча легковушек у меня. Ну, тут как бы все с пониманием, но куда мне разгоняться не вариант. Там еще я трава объехал, он вообще спускался, наверное, 5 км в час, не знаю, что у него вроде китайский тягач. Ну, может, ретарда сломалась, не знаю. Как-то он совсем ехал как пешком. С какими-то плитами, там что-то такое. Да, в свое время тут была площадка. Ее перегородили. Ну, это давно-давно было. Когда смонтирую, выложу, непонятно, что-то у меня опять это ну, загрузилось одно видео, а следующее что-то, ну, тут интернет не такой стабильный, ну, в общем, засада интернетная. +3 на улице, в общем. Все время на горняке 2 раза, наверное, на тормоз нажал и все. А вот сейчас 3-й, видите? Ну, тут уже по-любому горняком сбавлять проблемно. Когда в разворот. В общем, с прибытием, да. Култук. Ну, дальше ждем снега, в общем, для съемок. В общем, всем удачи на дорогах, будьте аккуратны.